вот из ракушек. Похож очень на морской камень, который нынче используется в Дагестане. Это не наш горный камень, по всей видимости. У нас такого желтого камня. Возможно, это камень как раз таки добываемый у нас на Терском хребте. В области Толстой-Юрт. Вот в этой области тоже добывают такой же ракушечный камень. Чтобы было понятно, если здесь, вот, посмотрите, осколок данного камня, вот он, чтобы всем было видно. Вот, такие камни у нас в Толстой-Юрте добываются. Ширина где-то, наверное, метров данного здания, метров 10, как я говорил. Верхняя, нижняя часть всего была заштукатурена, потом в дальнейшем залеплена плиткой. Вот внизу уже вот здесь заканчивается стена, то есть фундамент заканчивается где-то на глубине, наверное, метров 8, чтобы было понятно. Вот такая вот то, что осталось от старого Грозного. Здесь более ничего не видно, просто-напросто кусочек архитектуры бывшей, касающейся нашей истории. Всем моим подписчикам, которые хотели узнать, увидеть консистенцию камня, кладку, все фактически я вам показал. Конечно же, спросил разрешение у строителей, которые здесь занимаются непосредственно. Расспросил у них, насколько, что и как здесь было видно. Вот то, что сохранилось, это вот то, что они оставили, это и сохранилось. Остального там, видать, уже и не было. Здесь не первый раз проводятся различные строительные работы. Вот видите, чтобы было видно. Еще раз, вот дверь в подвальное помещение, по всей видимости. Здесь окно, там рядом вот еще одно окно, вот здесь еще одно окно. С той стороны, боковой стороны нету. Ну, зато видно очень хорошо кладку, каменную кладку. Вот она. Это каменная кладка. Ширина стен до метра. Строили, конечно, походу в то время знатно. Вот то самое легендарное видео, о котором все говорили. Так. Еще раз. Вот так вот. И чтобы было понятно, это огромный котлован, который вы видите. Здесь больше никаких сооружений нету. Только вот этот кусочек непосредственно Г-образный. Вот он засыпанный мусором вокруг. Когда начали строители копать непосредственно, чтобы построить новый комплекс, жилой прекрасный комплекс в стиле барокко, обнаружили, осталось точнее от этой стены вот такой небольшой кусочек. Маловероятно, конечно, что он имеет прямо огромную историческую значимость. В любом случае это, видать, то ли подвал какой-то усадьбы был, то ли какого-то дома изначально, потом из него сделали завод пивоваренный. Вот здесь внутри засыпано, и вот с этой стороны тоже есть небольшая стена, возможно, вы не видите ее. Вот она, фундамент, но он более мелко у камня, хуже сохранился. В остальном месте больше ничего нету. Так что, друзья, конечно же, мы говорили, что наша Родина изобильна всякими историческими объектами. У нас было очень много различных крепостей. Быстрая, внезапная, Грозный. Вы знаете, сколько их было. На этих местах сегодня находятся различные села. Конечно, если будут копать какие-либо большие котлованы, строить высокие здания, когда строители уходят глубоко, грубо говоря, под землю для фундамента, будут находить такие различные остатки объектов. Но я больше чем уверен, скажу вам, если бы данное сооружение или бывшее здание имело бы какую-то богатую историю, вполне возможно, что непосредственно и мэрия города Грозного, и комитет по защите и охране памятников, они бы сразу высказали и сказали свое мнение по поводу, что это историческое наследие найдено, отреставрировали бы и оставили. Но поскольку это
здание, хоть и построено оно в 18, 19, точнее в 19 веке, как таковой, кроме вот этих двух арок и небольшой кладки, там ничего не осталось. Раздувать из-за этого большую панику, говорить, что там якобы целый изумрудный город под землей, не стоит. В этой области, именно в этой, на улице Первомайская, по левую и правую сторону, мы вам показывали стену, которая осталась от старой крепости Грозной, по улице, ныне она Трошева, кажется. Там тоже находилась стена, уже непосредственно сверху, не то что снизу. Именно из такого же камня, это, видать, остатки от старой крепости Грозной. Вот. И вот, чтобы было понятно. Вот так, друзья. Смотрите, подписывайтесь, интересуйтесь. На самом деле наша Родина находится и под ногами история, и сверху история. Всем желаю удачи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был брат Башлам.